Одно з самых найчастіше задаваемых пытанняў гэта пытанне пра байсол і іх дапамогу. Чым яны нам дапамаглі, у якой меры, ну, так, объединявши это все, Ну, скажем так, в начале войны, да, фонд Байсол выразил желание помочь полку Калиновска 60 касками. На тот момент 60, надо понимать, что на тот момент, когда мы там голые боссы, да, 60 касок это просто какой-то супер вообще супер донат и супер помощь. Мы сказали, да, конечно, давайте. Потом они связались и сказали, ребят, ну давайте так, 30 вам, 30 мы отдаем другим людям, как бы, окей. Хорошо. В общем, по итогу до полка Калиновского доехало 8 касок. Я хочу вам показать эти 8 касок, вот, чтобы вы понимали, какие они, да, и они были оценены как по 900 евро за каждую каску. Вот, поэтому... Вот они, эти 900-евровые каски, да? В яких отсутствуют крепления, а это стальная. А вот эта кастрюля, она тоже 900 евро стоит. Вот по мнению Байсол, вот они задонатили на вот такие каски, да? И вот сейчас... Сейчас я покажу вам, у яких касках воюют наши ВРы. Это сучасные каски 3+. В таких касках воюют наши ВРы. Чтобы было понятно, что мы ничего не забрали, мы ничего никому не отдали. Вот эти каски идут возвращение в Байсол. Вот, 8 касок. Вот в этом ущербном должны были ходить наши бойцы и рисковать своей жизнью. Ну, ребят, ну есть совесть вообще или нет? Или понимания нету? Вот в таком ходить мы должны. Ну, поравнать, для поравнания. Это сучасные каски, на яких рельсы стоят для наушников, для захиста, для прибора ночного бачення або GoPro. Да не надо, я тут на 900 евро вижу и так. Ну, я думаю, што ўсё зразумела пра дапамогу Байсол і усе наступныя пытанні пра Байсол таксама ўжо можно лечить закрытыми. Да, спасибо большое. Я в безопасности.